Бродячие собаки давно стали частью нашей жизни. Они стаями бродят по улицам, растаскивают мусор, устраивают свои собачьи свадьбы, пугая население, особенно детей. Собаки на улицах делятся на бесхозных, у которых нет хозяев, и безнадзорных. Первые редко проявляют агрессию, они в основном занимаются попрошайничеством. А вот вторые не боятся людей, могут напасть, если вы им не понравились. А ведь они представляют опасность для жизни людей, особенно детей. Можно ли убрать с улиц хотя бы часть этих животных? И как в Усьмае и Петропавловске пытаются решить эти проблемы? В 2023 году главы двух поселений объединились и построили общий пункт передержки собак. В 2024 году объявили аукцион, по итогам которого отловом занималась компания МУП ЖКХ. Администрацией поселка Усьмая ведутся работы по профилактике безнадзорных животных. Так, в прошлом году, в 2024, был объявлен аукцион на 338 900 рублей на отлов и содержание 30 собак. Все эти работы были выполнены, значит, 30 собак были отловлены, помещены в пункт передержки животных, где им была произведена стерилизация, кастрация и чипирование. Но с нашими законами эти собаки были после содержания 30 дней выпущены в свое место обитания. В этом году у нас объявлен был аукцион на сумму 169 500 рублей на содержание 15 собак. На сегодня у нас подрядчик, никто на аукцион не объявился. Но постоянных желающих заниматься отловом и содержанием собак особо не нашлось. Наши дети, старики, жители Наслега все ходят и боятся агрессивных собак. Просим держать их согласно норм законодательства Российской Федерации в вольерах либо на привязи. От этого зависит наше качество проживания. Проанализировали обращаемость населения по укусам собаками с 2020 по 2025 год. И в динамике, получается, обращаемость возросла в 7,5 раза. И за первый квартал текущего года у нас уже 3 обратилось, причем это были все 3 взрослые люди. На прошлой неделе старший государственный инспектор территориального подразделения по городу Якутску Управления ветеринарии Республики Саха-Якутии Айсан Афанасьев совместно с администрациями муниципального образования поселка Усьмая и Национального наследия Петропавловск, а также Управление ветеринарии Усьмайского района провели совместные рейдовые мероприятия, в результате которых были выписаны штрафы и предупреждения владельцам собак. Профилактические работы ведутся еженедельно. Призываем жителей поселка Усьмая содержать своих домашних питомцев на привязи и на цепи. В ходе проведения мероприятия собак не обнаружено. Провели беседы с населением, и также выдана памятка о правилах содержания домашних животных. Сейчас в дикой природе стало очень много животных, зараженных вирусом бешенства. Для человека это 100% летальные исходы, и поэтому хочу обратиться к населению, чтобы при укусах и даже ослюнении собаками, дикими животными сразу обращались к нам на скорую помощь для оказания антирабической помощи, для профилактики бешенства, потому что это заболевание не лечится. В Советском Союзе бродячих собак истребляли. Под раздачу попадали и агрессивные, и мирные, и заплутавшие хозяйские. Все, кому не повезло оказаться на улице без поводков и ошейников. Сейчас законы изменились в пользу животных. Их необходимо отлавливать, содержать в пунктах передержки и так далее. Но денег на отлов и содержание бродячих собак нет, как нет и нормативно-правовой базы на их хозяев. Так что делать? В Усьмайском районе в системе образования находится 9 школ, 5 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. Так сложилось исторически и географически,
что дети-выпускники Усмильской и Бельгачинской основных школ продолжают обучение в Петропавловской средней общеобразовательной школе. Здесь стоит острый вопрос строительства интерната для обучающихся. В данное время воспитанники интерната проживают в арендованном доме, где условия не соответствуют и требуют улучшения. Население уже несколько лет ставит вопрос перед управлением образования о строительстве нового здания интерната, чтобы детям было комфортно проживать, обучаться и воспитываться. Ведь от создания условий зависит и качество образования. В нашем интернате проживает 11 детей, это обучающиеся нашей Петропавловской школы. Дети приехали к нам из Белькачей, Устмиля. Также проживают у нас дети из Аима и Троицка. Меня зовут Тимиртяева Ксения, ученица 11 класса Петропавловской школы. Я приехала из села Белькачи, проживаю в пришкольном интернате. Мне все очень нравится. Меня зовут Алиев Александр. Я ученик Петропавловской школы, 11-классник. Я приехал сюда из села Усть-Миль, проживаю тут уже 2-й год. Сейчас мы в одной комнате живем 5 человек, все разного возраста. Хотелось бы, чтобы в будущем были разные комнаты для разных классов учеников. Меня зовут Кожевникова Раиса, я учусь в 11 классе Петропавловской школы. Живу в пришкольном интернате уже 2-й год, мне здесь все очень нравится. Я приехала из села Усмиль, а также из села Усмиль приехала еще одна девочка и мальчик. Учится тоже в 11 классе. Хорошие отношения, как одна семья в одном доме живем. Скучаешь по родителям? Да. Часто? Да. Ты часто и дома бываешь? Каждые каникулы езжу домой. Да, я хотела бы, чтобы ребята, которые будут здесь жить и дальше, чтобы у них были условия лучше, возможно, побольше места, больше комнат, допустим, чтобы у них был актовый зал, игровой зал и так далее. Но мне бы хотелось, чтобы мои сверстники проживали в еще более лучших условиях. Хотелось бы, чтобы у них были отдельные помещения, чтобы заниматься уроками, какой-нибудь тренажерный зал или что-то наподобие того. Интернат наш существует давно, с 1956 года, и всегда были очень хорошие условия. Правда, вот сейчас у нас нет современного хорошего здания, в котором мы очень нуждаемся, но дети находятся сейчас у нас в арендованном частном доме, довольно-таки нормальные, хорошие условия, и хотелось, чтобы вопрос о строительстве интерната решился у нас как можно быстрее. Глава муниципального района Усьмайский улусрайон Александр Азаров проверил, в каких условиях занимаются и отдыхают дети в приспособленном под интернат доме в наследии Петропавловске. Сегодня мы проинспектировали здание интерната в селе Петропавловск. Оно у нас, само здание, приспособленное под проживание детей, прибывших на обучение в наш районный центр. Прибыли с 3 поселков, это Бельгачи, Усмиль и Аим. Места хватает, по санитарным нормам все подходит, все расселены, здание очень теплое, комфортное, есть где помыться, есть где отдохнуть, делать уроки. В планах у нас строительство нового интерната где-то в пределах 30 мест, потому что у нас увеличивается население и приезжает сюда. У нас с Аимом очень много детей приезжает доучиваться, 10-11 класс. Так что в перспективе будем строить новый интернат в селе Петропавловск. – 29 марта в Ивенкийском селе Кюпцы состоялись районные соревнования среди охотников Удиора Утума, памяти кадрового охотника, ветерана тыла, обладателя медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне Афанасия Егоровича Ткучутова. Организаторами мероприятия выступили администрация Усьмайского района, инспекция охраны природы Усьмайского района, семья Кучутовых. Праздник стал брендовым мероприятием для жителей Якутии, и с каждым годом качество проведения улучшается. Съехались охотники Усьмайского района в село Кюпцы. Соревнования проводились в командном и личном первенстве. Прошли эстафеты, бег на охотничьих лыжах по снегу 50 метров со стрельбой до отметки и назад с рюкзаком, пневматической винтовкой, разборка и сборка автомата АК-47 на время, викторина «Охотничий минимум»,
на знание законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, правил охоты Российской Федерации, прорубание проруби пешней на скорость, командная борьба Хомур-Хапсагай, перетягивание каната, конкурс строганина, и завершилось все гонкой на снегоходах. По итогам командного первенства победителем стала команда «Следопыт» поселка Альдикам. Второе место заняла команда «Нотора» села Кюбцы. Команды, занявшие первое-второе места в общественном зачете, наградили ценными призами и подарками, учрежденными администрацией района и семьей Кучутовых. Соревнования прошли в дружественной и праздничной обстановке. Их участники проявили навыки и умения охотников, а также продемонстрировали сплоченность и командный дух. Мероприятие получило положительные отзывы участников и зрителей. Праздничное настроение передалось всем присутствующим. Празднование Дня охотника в Якутии стало традиционным и ожидаемым событием для жителей. Соревнования помогают сохранить и передавать охотничьи традиции, уважение к природе и охотничьим ресурсам. Участие в мероприятии способствует сохранению культурного наследия и поддержанию общего духа сельского сообщества. От имени администрации Усьмайского района выражаем отдельную благодарность семье Кучутовых за подготовку и проведение районных соревнований.